Это канал с лекциями о серьезной музыке. Я продолжаю цикл видеобесед с композитором Рашитом Зигановым о создании его симфонических произведений. И сегодня будем обсуждать 8-ю симфонию «Аленький цветочек». Он написал ее к юбилею нашего земляка Сергея Аксакова. Сказка «Аленький цветочек» во многом напоминает европейские сказки о красавице и чудовище. Сергей Аксаков соединил европейскую культуру с русской, а Рашид Зиганов внес в это произведение проникновение башкирской культуры. Ведь в Башкортостане очень много аналогичных легенд, например, «Уральский самоцвет» и «Волшебный цветок». Слушая симфонию, можно легко уловить башкирские интонации. Мне кажется, получился органичный симбиоз европейской, русской и башкирской культуры. Но возникает вопрос, а не происходит ли замена башкирской культуры русской или какой другой? Как изначально сохранить первоистоки культуры башкир? Предполагаю, что замена никогда не происходит. Создаются совершенно другие, новые произведения, которые понятны более широкому кругу. Это естественный процесс глобализации. А основа – традиции предков, первоистоки культуры башкир, язык национальный обязательно должны сохраняться. И сейчас Рашид Рахимович расскажет, как создавалась в целом 8-я симфония «Аленький цветочек», какие идеи и мысли были связаны с историей создания, почему он обратился к творчеству именно Сергея Аксакова. В Уфе много аксаковских праздников. Аксаковские дни, юбилеи, оперный театр – это Аксаковский дом. Все это стимулирует к созданию чего-то связанного с Аксаковым. История создания этого произведения традиционно исходит из жизненной ситуации. Талантливый балетмейстер Ильдус Хабиров как-то предложил мне либретто балета «Аленький цветочек». Это было еще в далеком 2003 году в марте. Либретто балета по мотивам одноименной сказки Сергея Тимофеевича Аксакова мне понравилось. Аксаков земляк, родился в Уфе, и фамилия у него Аксакал, то есть белобородый. У него действительно вид такого восточного мудреца с белой бородой, который напоминает мне моих прадедов, в крови которых гены чингизидов, как у многих российских аристократов, Юсуповых, Чагадаевых, Мустафиных, Максютовых и Дженебековых. Кстати, космонавт был такой Дженебеков, тоже, видимо, потомок чингизидов. Я взял либретто, начал над ним работать и делал симфонические наброски. Тогда мне показались очень удачными эпизоды погони или побега Тимофея от разбойников. Вот именно этот момент я и решил использовать для создания в 2012 году 8-й симфонии. Когда мероприятие с балетом в очередной раз провалилось, и балет не собирались ни покупать, ни ставить, я вот принялся за эту работу. Я много путешествовал, был в Голландии, видел генуэзский карнавал, ходил по Восточному базару в Омане как раз в 2012 году. Эти впечатления полностью соответствовали либретто, которое принес Ильдус Хабиров. Там и генуэзский карнавал, и тарантеллы, и Восточный базар, и зеркала Голландии. Мне все это хотелось отобразить в музыке. Что касается второго вопроса, я всегда давал отчет себе, что одна культура может поглощаться другой, может замещать и даже уничтожать культуру какого-то народа, но только в том случае, если сами представители этой культуры будут старательно самоуничтожаться. И всегда с большой печалью наблюдал за тем, какое количество бюрократов, чиновников делают вид, что они работают в культуре, для культуры Башкортостана, но реально их волнует только с точки зрения культуры, только с точки зрения заработной платы. У них отсутствует какой бы то ни было вклад в развитие, в создание, в сохранение этой культуры. Многие годы я наблюдал, как из республики выдавливаются, практически уничтожаются лучшие дирижеры, скрипачи, виолончелисты. Делается это руками башкирских чиновников. На планете не существует развитых, абсолютно изолированных культур. Все культуры взаимообогащаются и являются производными от более передовых и древних. Так, в Средневековье европейская культура стала производной
от восточных, прежде всего от арабской культуры, китайской, вспомним Марко Поло, от восточных культур в целом. Русская же является производной от европейской культуры, когда Петр I прорубил окно. А также культура захваченных народов повлияла в значительной мере, это заметно и в языке, и в музыке. А татарская и башкирская в данное время перенимает достижения европейской цивилизации через русскую культуру. И это естественный процесс. Поэтому нет особой нужды печалиться об утрате культурных ценностей своих предков, которые не смогли защитить ни культурно, ни территориально себя. По законам природы они временно уходят на второй план. Но необходимо непрерывно создавать свою культуру, писать поэмы, симфонии, живописные полотна, постоянно обращаться к достижениям прошлого и таким образом, сохраняя свою культуру, культуру своих предков, мы можем конкурировать с достижениями культур других народов. И только в этом случае культура башкирского народа останется в истории цивилизации. А древняя, как мир, легенда о красавице и чудовище, в башкирской варианте может теоретически представить интерес для мировой культуры. Понятно, что с изменением мировых процессов в связи с глобализацией, где культуры объединяются и начинают доминировать культуры наиболее экономически развитых стран, это прежде всего Голливуд или английский язык, английская музыка, обогащенная африканскими, восточными интонациями, лидирует в данное время на планете и оказывает влияние на все культуры, в том числе и на башкирскую. В этой атмосфере поглощение башкирской культуры выглядит не так рельефно, тем более, что на фоне поглощения даже направлено уничтожение десятков культур Российской Федерации. В целом, этот процесс не кажется таким уже заметным. Но вернемся к музыкальному содержанию 8-й симфонии. Она начинается вступлением «Анданте мистериоза», где обнаруживается опасность нападения и ограбления каравана Тимофея разбойниками. Бросил купец свои товары, побежал в дремучий лес, и далее идет эпизод погони. Это главная партия симфонии, которая плавно переходит в фугато. Фугато, как мы знаем, это поиск, блуждание по темным лесам Тимофея, который приводит купца к волшебному дворцу чудища, заколдованного принца. Здесь я хочу привести литературные цитаты из сказки Аксакова. «Бродит он по лесу тому, дремучему, непролазному, непроездному. И что дальше идет, то дорога лучше становится. Снова деревья перед ними расступаются, кусты раздвигаются». Вспомните голливудский фильм, все именно так и сделано. Дивуется честной купец, что с ним за чудо совершается. А сам все идет, стал видеть впереди будто зарево. И это в симфонии как раз эпизод номер 11 из балета является побочной партией. Вот этот волшебный дворец выходит под конец Тимофей на поляну широкую, где стоит царский дворец, весь в серебре, в золоте, в каменьях самоцветах, весь горит, светится. Входит он во дворец по лестнице, усланный кармазинным, обратите внимание, сукном, по перилам позолоченным, а убраны везде царское золото и серебро. Хрустали восточные, подчеркиваю, кость слоновая и мамонтовая, самая дорогая кость для поделок на Востоке. Этими поделками занимались и в Китае. Вообще редкостная кость, мамонтовая и слоновая, она, конечно, была символом для, видимо, Аксакова и вообще русских аристократов того времени. Здесь интерес представляет сам процесс копирования элементов из европейских образцов литературы. Представление самого Аксакова о богатстве и красоте. Например, хрустали восточные или кармазин. С арабского это ярко-красное, багряное, очень высокого качества восточное сукно из лучистой шерсти. Небольшой размер, кусок этой шерсти, метр, стоил огромные деньги. А здесь прямо ковры, засланные кармазином, по представлениям Аксакова здесь уже о богатстве. То есть все восточное является символом качества
и несметного богатства. Я помню по рассказам бабушки, мой прадед водил караваны отсюда, с Южного Урала, в Индию за чаем, в Китай. Здесь проходило северное ответвление Великого Шелкового пути, по которому шли не только высококачественные товары, но и книги, интеллектуальные достижения в области ювелирного искусства. Порох, шелка, парча, фарфор и фаянс. Все это можно найти на раскопках вот на нашей территории. Здесь также проходил и нефритовый торговый путь. То есть торговля Урала самоцветами, драгоценными и полудрагоценными камнями шла со взаимной выгодой с Востоком и, что называется, с Китаем. Вот. И даже когда это было Золотоордынское ханство, оно как раз охраняло все эти пути. И, в общем, в этом государстве Золотоордынское, которое мы называем почему-то нашествие Золотой Орды, это просто другое государство, никакого нашествия. В начале своей истории Южный Урал играл роль вторичного транзита, но в дальнейшем стал важнейшим центром торговли мехами. Прежде всего, территория современной Уфы была центром торговли куницы, горностаем и других пушных зверей. Теперь почти полностью исчезли, остались только на гербу, на гербе Башкирии. Вот. А такие, значит, что называется, пушные звери, как... Ну ладно, древний Башкортостан был развитым и богатым краем, полным пушных зверей и ювелирных богатств Урала, которые постепенно люди превратили в грязный завод по производству пушек, химических радиоактивных отходов и забыли ювелирное мастерство. Мастера исчезли, огранка драгоценных камней исчезла на Урале. Ну, вот такой сложный исторический процесс. Для сохранения первоистоков культуры Башкирии необходима прежде всего политическая воля. Понимание, что экономическая самостоятельность региона тесно связана с культурой, искусством и стремлением к своеобразию и оригинальности культуры Южного Урала и башкирской культуры в частности. Как же должна сохраняться и передаваться следующим поколениям культура и традиции родной земли? Даже если это теперь многонациональная территория, это сложный, но решаемый вопрос. В школах на добровольных началах можно передавать или преподавать историю изобразительного искусства, культуру, музыку башкир, где желающие могут познакомиться со своим реальным историческим прошлым, со значением Южного Урала в истории мировой цивилизации. Я обратил внимание на то, что сказки Жан-Мари Ле Паренс де Бомон «La Belle et la Bête» — это «Красавица и чудовище» — были созданы еще в 1757 году. А сказки Аксакова были созданы на 100 лет позже, в 857. Это были последние работы Аксакова, это детские годы Багрова внука и вставная сказка «Аленький цветочек», издана не в 1858 году. Сказка, конечно, заимствовала из европейских известных, значит, образцов, но в то же время он говорил, что сказку эту рассказала ему ключница. Вот. «Красавица и чудовище» «La Paresse de Beaumont» огромное количество немецких вариантов весь этой сказки, австрийских, французских сказок на ту же самую тему. Такое же количество балетов, опер, фильмов привели меня к мысли, что это ненужная и неплодотворная работа. Но нотный материал я решил сохранить и дать ему новую жизнь в виде симфонии. Здесь есть и отличительные от европейских сказок черта аксаковского варианта и мои собственные добавления. Это, например, удовлетворение потребностей дочерей и жен в подарках, в обогащении. В самом мышлении российских женщин, видимо, существует поощрение к воровству, грабежу и спекуляции. В сказках герой не создает, не выращивает золотые яблоки или волшебных коней, а идет в далекую страну, чтобы захватить, украсть и принести добычу домой. В многих сказках такая мысль
проскальзывает. Они просят дорогие подарки, не понимая, что им придется самим расплачиваться своей свободой за эти дары, как Аленушке. Есть такой эпизод в 8-й симфонии, процитирую. «Отдохнул купец и решил по саду погулять. В этом саду цветут цветы прекрасные, вдруг видит купец аленький цветочек, красоты невиданной. И, не задумываясь, сорвал, ни у кого не спросив разрешения. Но в этот миг блеснула молния, ударил гром, появляется чудище, наказание за преступление. Так ты, цитирую, «Как же ты отблагодарил меня за гостеприимство, сорвал цветочек аленький, единственную утеху моей жизни». Видимо, цветок стоял на автосигнализации, и сирена сработала. Упал на колени купец, стал прощения просить. Не хотел он быть неблагодарным, якобы. Хотел любимой дочери гостиницу принести. Отпустила чудовище купца, но с условием, что тот пришлет купец за место себя одну из своих дочерей. Рассказал купец дочерям о всем происшедшем и о чудище. Отказались старшей дочери выручать отца. Только младшая, любимая, согласилась. Взяла она цветочек аленький, надела на визит спесь и очутилась во дворце чудища. Так и живет девица во дворце, каждый день наряды примеряет новые, такие, что цены им нет. Каждый день угощения отменные и веселья различные. Даже чаще всего она разговаривает с хозяином через странную систему, пишет, он на стене, видимо, смс-ки огненные. Захотелось девице голос хозяина услышать. Стала она его просить и умоляла его, и все-таки уговорила. Но испугалась поначалу голоса страшного, язычного, послушала слова его ласковые, речи разумные, и стало у нее светло на сердце. Захотелось вскоре увидеть своего хозяина девицы. Долго не соглашалась чудище показаться, все боялась, что испугается она его, противного и безобразного. Уговорила все-таки девица, показался ей зверь, как увидела его красавица, от страха в очередной раз в обморок упала. Привиделось во сне девице, что нездоров батюшка ее. Попросила она у чудища позволения навестить дом родной. Отпустил ее он, но предупредил, что если не воротится она через 3 дня, умрет он от тоски смертной, так как любит ее больше, чем самого себя. Поклялась девица воротиться. Подошел час, щемит сердце у нее. Не выдержала она, надела перстень на мизинец и очутилась во дворце чудища с опозданием. Но никто ее не встречает. На пригорке, где рос цветочек аленький, лежит зверь лесной, бездыханный. Девица обняла его голову, безобразную, противную. «Встань, пробудись», снова цитирую, «мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного». Затряслась земля, заблестели молнии, ударил гром, снова упала в обморок. Красавица, когда очнулась, видит себя в палате беломраморной на престоле, вокруг свита, и отец с сестрами, которые часы назад перевели и чуть не сгубили принца. А рядом с ней принц сидит, красавец списанный, и говорит ей: «Выходи за меня замуж, дорогая Алена». «Ну нет», — сказала красавица Алена, — «так дело не пойдет. Я уже привыкла к твоим причудам страшным, к всяким ужасам. Я полюбила прикольное чудовище, а не красавца-принца, который очень ненадежный. Так что давай снова в чудище превращайся, тогда и поговорим». Ну вот такие вот прикольные изменения для своего балетного варианта я вставлял, и эти идеи также попали и в симфонию. Но литературная основа для меня является только пусковым механизмом. В музыке симфонической не отражаются конкретные события, а только эмоциональное состояние. А ход событий каждый понимает по-своему. Поэтому сейчас я стремлюсь рассказать только порядок, последовательность тех эпизодов жизни,
которые подтолкнули меня к написанию этого произведения. Но воспринимающий 8-ю симфонию человек сам создает свои образы, они могут не соответствовать представлениям автора. И в этом сила абстрактного симфонического искусства. Сейчас я могу ответить на вопросы. Скажи, пожалуйста, нужно ли смешивать культуры разных народов? Этот процесс происходит вне зависимости от нас. Все мировые культуры взаимообогащаются, влияют друг на друга. В процессе смешения происходит совершенствование и отбор наиболее живых и ярких элементов в литературе, в музыке, и во многом похож на биологический или генетический отбор. А почему нельзя ограничиваться культурой только своего народа? Исходя из предыдущего вопроса, ответ очевиден. Замкнутые культуры обычно останавливаются в своем развитии, постепенно отстают от мирового процесса, деградируют полностью и становятся ненужными и неинтересными даже для собственного народа. Ты доволен своей 8-й симфонией? Ну, конечно, нет. Думаю, многие авторы всегда чем-то недовольны, занимаются самокопанием, непрерывным совершенствованием предыдущих сочинений. И мне также хотелось бы, чтобы симфония была должным образом исполнена. Многое хотелось там переделать, но, может быть, я этим и займусь в будущем. На этом я заканчиваю беглый экскурс около 8-й симфонии. Всем желаю счастья и здоровья. До новых встреч. До свидания.